Идея создания на базе Дома дружбы народов, на базе ресурсного центра, постоянно действующей образовательной площадки, так называемого образовательного молодежного многонационального центра, она возникла достаточно давно. Я думаю, что работа она будет выстраиваться в течение всего года. Это не отдельные мероприятия в отрыве друг от друга. Это цепочка логическая, такая выверенная цепочка акций, сессий, мероприятий для ребят, которым интересна тема многонациональности нашей страны. Сегодня супер важно, чтобы в России именно молодые люди задумались над тем, что есть общероссийская гражданская идентичность. Для нас важно, чтобы каждый молодой человек это понял и принял сердцем и душой. И я считаю, что только в этом случае мы имеем перспективу на будущее действительно выстроить сильную российскую нацию. Очень много молодежи, которая занимается этносом, своим этносом, да, и это прям суперски. Они молодые, но им это интересно, они разговаривают между собой на родном языке. Вот этот стереотип, знаете, что заниматься этникой – это либо ковать ножи, да, как бы, либо там ковать плуг, либо бабушки, поющие национальные песни. Это глупости. Этника – это очень вкусно, это очень красиво, это можно давать очень по-современному. И, кстати, вот не передавайте только Республике Удмуртия, у нее это очень хорошо получается. Наша гражданская идентичность, она абсолютно естественна. Я балкарец, но я гражданин России. Мои впечатления от учебной сессии очень хорошие, нормальные, достойные ребята, нормальные, достойные эксперты. Я думаю, этот формат, он проходит впервые, то есть я был на многих форумах, но этот форум, он для узкого количества людей, те, которые работают на результат. Хотелось бы, конечно, чтобы этот форум проходил каждый квартал, чтобы побольше бы нас приглашали и чтобы было побольше практиков. По приезду в свой регион я расскажу про ваш проект, буду привлекать свою молодежь активную, буду направлять ее к вам. И думаю, что наш Дом дружбы народов с вашим Домом дружбы народов наладит связь, потому что тема очень интересна на сегодняшний день, она актуальна. На открытии были рассмотрены такие темы, которые в данный момент очень актуальны, например, гражданская идентичность. Очень понравилось, что мастер-классы, работа в группах проходила не просто в форме каких-то лекций, а именно то, что мы сами работали, сами через себя прогоняли всю информацию, через наши проекты представляли все это. В вечере знакомств мы смогли окунуться в самые разные культуры именно через игры. И это стало как приятным окончанием первого дня. Эта учебная сессия запомнилась тем, что было очень весело. Потому что вот разряжали обстановку, все шутки, как-то все представители, все эксперты общались вот наравне с нами, как-то и шутили, и веселились, и пытались нас отвлечь и разбудить. Было очень интересно. У нас, например, в области нет такого вот слета, форума или сессии именно для молодежи по поводу работы национальной культурной автономии, допустим. И хотелось бы что-то такое провести у себя тоже в регионе, допустим, для начала просто для своей молодежи, молодежи области, а затем уже с привлечением межрегиональных. Сегодня на площадке Дома дружбы народов собрались представители молодежных организаций, национально-культурных объединений и автономий из 7 регионов Российской Федерации. Мы очень рады, что именно наша площадка стала тем пространством, где молодые люди, уже проявившие себя как общественники, активисты в самых различных направлениях, в основном национально-культурных, собрались, чтобы поговорить о том,
что такое общероссийская гражданская идентичность, о которой так много сейчас говорят. Но эти первые 2 дня – это площадка для знакомства, поработать с нашими модераторами, это эксперты федерального уровня и тоже общественники, для того, чтобы определиться с теми проектами, которые будут реализовываться у себя на родине участников образовательного центра. Я очень надеюсь, да я практически уверена, что то, что мы начали, будет успешным делом.